шерстобитный станок, который использовался в очень утилитарных целях, да, для того, чтобы отбить там, шерсть, да, там, для накатки. Вот. А так как звук естественный рождается, то есть чем сильнее натягивается струна, тем эффективнее он работает как шерстобитный станок. Но и монотонный труд, естественно, обрекал человека как-то себя развлекать. Да? И вот он сидит и там вместе под эту звучащую струну, да, какие-то у него рождаются мелодии, да, или там, звуки для сопровождения этого действия скучного, нудного и такого. Ну а дальше кто-то, видимо, там поставил 2 струны, 3 струны, увеличивается амплитуда, увеличивается скорость обработки. Соответственно, эти струны потом, видимо, настраивались на разные звуки, да, и неизбежно человек приходил к тому, чтобы, вот, подкрутив вот этот вот натяжной механизм или подставив бочонок, переместив его, сделать более приятный звук. Соответственно, отсюда рождается брунь-брунь-брунган, да, брунган. Вот они сидели, вот эти брунь-брунь, и вот Чистарев записал несколько мелодий у тех людей, которые, скажем, этим занимались профессионально. Ну, от этого уже сильный, мощный звук, естественно, в профессиональном использовании превращается в инструмент.